Набережная длиной 2 километра, почти как в Казани. Да что там, лучше, говорят газовики. Детские спортивные площадки, велодорожки, скамейки, амфитеатр и малые архитектурные формы. Несколько пешеходных мостов и 15 тысяч деревьев. Такого коренные жители и представить себе не могли. Все советские годы и современные российские это был пустырь вдоль правого берега реки Чебью. С разного рода бытовыми постройками и огородами. И вот теперь, всего за 1,5 года, этот конгломерат превратился в современное и функциональное пространство. Ой, вообще прекрасно. Мне очень все нравится. Особенно детям нравится. Вот посмотрите, дети как радуются. Замечательный спортивный объект, замечательный игровой объект, архитектурный. Наконец-то появилось место, куда можно привести ребенка, с мамой оставить, она присмотрит. Хорошо, что начинают хоть как-то вкладывать в Ухту. Делать что-то для горожан очень хорошее. Очень нравится. Спасибо, «Газпром». Спасибо, Россия. Реализация проекта по благоустройству набережных газовиков началась в феврале 2018-го. Деньги, порядка 450 миллионов рублей, по программе благотворительности выделены обществом «Газпром-Трансгаз Ухта». В этом же году победа во всероссийском конкурсе проекты создания комфортной городской среды в малых городах принесла Ухте грант в 100 миллионов рублей. К сентябрю этого года строители сдали первую очередь набережной, а в минувшую субботу вторую. Конечно, сложности здесь были, они горожанам, может, не видны на первый взгляд. Здесь, я уже говорил, здесь огромное количество коммуникаций, особенно на первой очереди. И под землей скрыты и кабельная продукция, огромное количество, значит, и газопроводы, и, ну, как я сказал, кабели связи, значит, другие коммуникации. И вот это все требовалось учесть, и, в общем-то, работа проводилась в стесненных условиях. Тем не менее, вот подрядная организация с этим всем справилась, и, в общем-то, мы видим сегодня набережную, ну, такую, какую мы ее видим, а, наверное, лет через 5 уже не вспомнишь, что здесь когда-то был пустырь. С вводом второй очереди набережная увеличилась в длину на 750 метров, продолжены просторный променад и велодорожка. Установлен детский игровой комплекс, площадка для силовых упражнений и гигантский конструктор «Лего». Проект благоустройства набережной основан на 6 принципах. Интеграция в город – это не какой-то отдельный объект, а часть инфраструктуры Ухты. Безбарьерная среда. Пересечение пешеходных и автомобильных потоков сведены к минимуму. Доступность. Берега Чебью связывают несколько мостов. Природная среда. Строители максимально сохранили ландшафт и провели дополнительное озеленение. Функциональное зонирование. Набережная разделена на 3 зоны, рассчитанные на разные цели и группы людей. И, наконец, сохранение культурных традиций. В декорировании набережной использована стилистика местного колорита. Всегда концепция, она немножко скромнее, чем то, что получается в результате. Поэтому, конечно, с реализацией уже окончательной третьей очереди это будет действительно, ну, я бы сказал, такой шедевр в рамках благоустройства. И, как правильно сказал Александр Викторович, это, конечно, некая такая стандартизация подходов в благоустройство территорий. Да, это непросто, да, это придется переосмысливать и подходы, и, конечно, нормативы, но это того стоит. Сергей Гапликов по достоинству оценил работу строителей и выразил признательность всем, кто был причастен к реализации уникального для Ухты проекта. Несомненно, набережная газовиков станет новой точкой притяжения, зоной комфортного отдыха взрослых, молодежи и детей. По нашей информации, на севере, ну, наверное, таких проектов нет. Вот. Мы ставили себе задачу не то, что там сравниться с кем-то, да, мы ставили задачу, исходя из наших возможностей, то есть здесь 2 километра пространства, и, в общем-то, мы попытались его обустроить. И брали во внимание лучшие примеры, и российские, и, безусловно, мировые примеры грамотного обустройства такого рода пространств. Ну вот, что получилось, я думаю, вы все увидели. В планах продолжения проекта благоустроить и первый ярус – ландшафтную зону вдоль реки Чебью. Здесь появятся пешеходные тропинки, небольшие площадки над водой и мягкая подсветка. Вместе с тем продолжатся работы на третьей очереди. Следующие 780 метров набережных газовиков строятся на грант всероссийского конкурса «Проекты создания комфортной городской среды в малых городах». Работы завершатся до конца этого года. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Ухта.